Здравствуйте, ребята! Начинаем урок математики. Тема нашего урока – решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Сегодня на уроке повторим связь между компонентами и результатом вычитания. Научимся решать уравнения с неизвестным вычитаемым. Закрепим навык решения составных задач. Сегодня на уроке нам понадобятся карандаш и линейка. Заполнить таблицы. Чтобы начать заполнять первую таблицу, вспомним компоненты, каких арифметических действий даны и какие правила помогут заполнить пустые клетки. Компоненты арифметических действий. Первое слагаемое, второе слагаемое, сумма. Это компоненты действия сложения. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Уменьшаемая, вычитаемая разность – компоненты действия вычитания. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность. Заполним таблицу на сложение, руководствуясь правилами. Неизвестно второе слагаемое. Значит, из 50 вычитаем 37. Второе слагаемое 13. Неизвестна сумма. Значит, к 48 прибавляем 6. Сумма равна 54. Неизвестно первое слагаемое. Из 50 вычитаем 7. Первое слагаемое 43. Переходим к таблице на вычитание. Неизвестно вычитаемое. Мы из 100 вычитаем 20. Вычитаемое 80. Далее неизвестно уменьшаемое. Значит, к 60 прибавляем 20. Уменьшаемое 80. Неизвестно вычитаемое. Значит, из 92 вычитаем 70. Вычитаемое 22. Молодцы, ребята! На прошлых уроках мы познакомились с решением уравнений на нахождение неизвестного слагаемого и неизвестного уменьшаемого. Реши уравнение с объяснением. Нам даны два уравнения. А плюс 23 равно 40. И х минус 18 равно 38. Правило нахождения неизвестного компонента действия
мы уже вспомнили. Заполняя таблицу. Теперь вспомним алгоритм решения уравнений и найдем корень уравнения. В уравнении а плюс 23 равно 40 неизвестный компонент первое слагаемое. Из суммы 40 вычитаем известное слагаемое 23. Результат равен 17. Значит, 17 – это корень уравнения. Делаем проверку. Вместо а подставляем корень уравнения. Записываем. 17 плюс 23 равно 40. В левой части уравнения сумма равна 40. И в правой части уравнения число 40. 40 равно 40. Уравнение решено верно. В уравнении х минус 18 равно 38 неизвестный компонент уменьшаемое. Значит, к разности 38 прибавляем вычитаемое 18. Результат равен 56. 56 является корнем уравнения. Делаем проверку. Подставляем вместо х корень уравнения. Записываем. 56 минус 18 равно 38. В левой части разность равна 38. И в правой части число 38. 38 равно 38. Уравнение решено верно. Вы отлично справились. Сейчас мы будем учиться решать уравнения с еще одним неизвестным компонентом. Знайки математики в гостях у нас. С новой темой познакомят вас. Сегодня узнаем без сомнения этого выражения решение. Уравнение 74 минус х равно 8. Перед вами это уравнение. Мы повторили компоненты вычитания. Какой компонент здесь неизвестен? Конечно, это вычитаемое. Давайте еще раз вспомним правило. Как найти неизвестное вычитаемое? Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность. Вспоминаем алгоритм и решаем уравнение с объяснением. В уравнении 74 минус х
равно 8, неизвестный компонент вычитаемое. Значит, согласно правилу, мы из уменьшаемого 74 вычитаем разность 8. Результат получили 66. То есть х равен 66. 66 – это корень уравнения. Согласно алгоритму делаем проверку. Вместо х подставляем 66. Получаем 74 минус 66 равно 8. В левой части разность равна 8. И в правой части число 8. 8 равно 8. Уравнение решено верно. Давайте закрепим умение находить неизвестное вычитаемое. Решим еще одно уравнение. В уравнении 37 минус c равно 24. Неизвестный компонент вычитаемое. Значит, согласно правилу, мы из уменьшаемого 37 вычитаем разность 24. Результат получаем 13. То есть c равно 13. 13 – это корень уравнения. Делаем проверку. Вместо c подставляем 13. Получаем 37 минус 13 равно 24. В левой части разность равна 24. И в правой части число 24. 24 равно 24. Уравнение решено верно. Молодцы! Вы справились. Теперь мы закрепим навык решения составных задач. Читаем условия задачи. Руслан решил 16 уравнений, а Карина на 6 уравнений меньше. Сколько уравнений всего решили дети? Что мы знаем? Мы знаем, что Руслан решил 16 уравнений, а Карина на 6 уравнений меньше. Что надо узнать? Надо узнать, сколько всего уравнений решили дети. Составим краткую запись. Хорошо, проверьте краткую запись. Так у вас получилось? Молодцы. Итак, первым действием можем узнать, сколько уравнений решила Карина. Из 16 вычитаем 6, получаем 10.
10 уравнений решила Карина. И теперь мы можем узнать, сколько уравнений решили дети. К 16 прибавляем 10 равно 26. 26 уравнений решили дети. Ответ. 26 уравнений решили дети. Отлично! С задачей вы тоже справились. Сейчас мы решим геометрическую задачу. Начерти прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 4 сантиметра. Найди периметр разными способами. Что такое прямоугольник? Правильно. Это четырехугольник, у которого противоположные стороны равны. Поэтому нам дана длина только двух сторон. А что такое периметр? Периметр – это сумма длин всех сторон. Хорошо, вспомнили. Давайте решать. Чертим прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 4 сантиметра. Решаем. Первый способ. Сложить длины всех сторон. Периметр равен 3 плюс 3 плюс 4 плюс 4 равно 14 сантиметров. Второй способ. Можем сложить длины двух сторон и умножить на 2. Периметр равен сумму чисел 3 и 4 умножаем на 2. Получаем 14 сантиметров. Третий способ. Так как в прямоугольнике две противоположных стороны равны, можем записать. Периметр равен 3 умножить на 2 плюс 4 умножить на 2 равно 14. Записываем ответ. Периметр равен 14 сантиметров. Молодцы, ребята! Нахождение периметра вы тоже вспомнили. Наш урок подошел к концу. Посмотрите внимательно на смешариков. Подумайте и ответьте себе на вопрос. Чье настроение вам сегодня ближе? Кроша или Савуньи? А я прощаюсь с вами. Спасибо за урок. До свидания.